Круглый стол, организованный представительством Россотрудничества в Абхазии, был приурочен к двум значимым датам в обществе республики. Обсудить роль интеллигенции в культурной и общественной жизни Абхазии в контексте исторически сложившегося межкультурного диалога Абхазии и России собрались ученые-языковеды, писатели, общественные деятели, журналисты. 21 февраля – это Международный день родного языка. Это очень важное мероприятие. И 21 февраля родился Дмитрий Иосифович Гулия. И в этом году ему исполняется 145 лет. Поэтому вот эти два очень хороших повода и послужили тому, что мы с вами сегодня здесь собрались обсудить очень интересную проблему, очень важную проблему в жизни, в культуре каждого государства. В ходе встречи было затронуто множество вопросов. Особое внимание участники уделили абхазскому языку и его проблемам. В становлении и развитии любого государства есть периоды, которые смело можно назвать эпохами просвещения. Для Абхазии начало периода просвещения – это создание абхазского алфавита и азбуки, открытие первых школ, деятельность абхазских просветителей. На встрече отмечалась важная роль представителей российской интеллигенции в просветительской сфере Абхазии во второй половине XIX века. Что ни странно, но все они оказались военные, они ученые, филологи там, и прочее. Петр Карлович Услер, он по образованию военный инженер, приезжает в Абхазию и начинает изучать абхазский язык для того, чтобы вот, абхазские дети могли изучать на родном языке. И надо было, конечно, ему самому изучить абхазский язык настолько, чтобы умел составить азбуку и учебное пособие. Что ни странно, абхазский язык один из труднейших языков мира, но он за 6 недель изучил. На основе латыницы он создает абхазскую азбуку и пишет монографию. Был отмечен и неоценимый вклад в становление абхазского языка ученых Константина Мачаваряни, Андрея Чочуа, Николая Марра и, конечно же, основоположника абхазской письменной литературы Дмитрия Гулия. Уже с тех времен, когда вот работа над алфавитом и возникновение абхазской литературы и создание уже абхазской национальной школы, все это шло вот в сотрудничестве. Была очень такая, мне кажется, очень интересный период в жизни Абхазии и культуры. И такие славные имена мы знаем с тех пор, когда вот смотришь, кто преподавал в горской школе, потом кто преподавал в семинаре, потом кто преподавал в техникуме педагогическом и так далее. Я поражаюсь, вот Дмитрий Иосифович буквально везде был, как он успевал, вот в самые какие-то важные моменты, судьбоносные для нашей культуры, везде он очень активную роль принимал. Абхазия и Россия всегда находили общие точки соприкосновения. Невозможно представить развитие абхазской науки без таких российских ученых, как Николай Раевский и Николай Вавилов, благодаря которым в Сухуми был создан репродукционный питомник, где тогда удалось собрать до 3000 ценных растений. Питомник сегодня послужил основанием для создания Абхазского института сельского хозяйства, который обладает коллекцией мирового значения. А эту коллекцию основу заложил Вавилов Николай Иванович. И вся абхазская интеллигенция по изучению сельского хозяйства именно прошли подготовку в институте, который создал Вавилов. Абхазо-российским отношениям нужно расширяться еще больше в областях культуры и науки, создавать совместные платформы для обсуждения существующих проблем в этих сферах, отмечали участники круглого стола. Чтобы иметь возможность обмениваться мнениями, руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха предложил регулярно проводить такие встречи. Саид Жарсали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.